Доброе утро, дорогая республика! Мы приветствуем всех наших любимых телезрителей на телеканале Якутия-24 и НВК Саха. Вы смотрите «Утро Якутии». Сегодня понедельник, 2 октября, и действительно погода нас радует. Такой очень добрый и, самое главное, теплый октябрь. Ну и, как всегда, мы, конечно же, призываем всех в ближайший час провести с нами, просыпаемся, заряжаемся энергией. Ну и, конечно, как всегда, самые последние новости, интересные гости, актуальные темы для обсуждения. Все сегодня будет именно в нашем эфире. Ну а забегая чуть-чуть вперед, хотелось бы немножечко вам рассказать, о чем же сегодня мы будем говорить. Сегодня отмечается День профессионального образования. Вот какие же мероприятия пройдут в нашей столице, узнаем сегодня. Также поговорим с вами о том, как можно приготовить полезный и вкусный завтрак с творогом. Еще обязательно сделаем утреннюю зарядку. Ну и, конечно, еще будут новости из мира животных, из мира интересных новостей. В общем, все самое интересное и замечательное сегодня будет вместе с нами. Оставайтесь. Ну а также напоминаем вам о том, что мы работаем в прямом эфире. У нас есть активный телеграм-канал. Подпишитесь. Вот отсканируйте, пожалуйста, QR-код. Все очень просто, ничего сложного. Там у нас также, как всегда, ежедневно обновляется новостная лента. Также мы очень рады будем обратной связи. Если у вас есть какие-то вопросы, возможно, предложения, смело отправляйте их туда, мы обязательно вам отметим. Ну и, как всегда, мы начинаем с рассказа о погоде. В центральных районах температура воздуха на 6 часов утра была на отметке минус 10 градусов. В Заречной группе до плюс 7. В южных районах 0 градусов, в Вилюйской группе до плюс 5. В Нижнеленских 1 ниже 0, в западных плюс 1. В Колыман-Дигирской группе улусов до плюс 1, в Янских минус 6. На северо-западе 7 со знаком минус. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра была на отметке минус 1 градус. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. Штиль. Сегодня днем без существенных осадков. Ветер юго-восточный 3,8 метров в секунду. Температура ожидается до плюс 10 градусов. Что ж, осень, температура за окном, конечно, становится все ниже. В это время, как мы все знаем, наблюдается подъем заболеваемости острыми респираторными инфекциями, в том числе и новой коронавирусной инфекцией. Роспотребнадзор назвал условия ухода школ на карантин. Классы или школы должны уходить на карантин, если гриппом или ОРВИ, в том числе коронавирусной инфекцией, суммарно заболели 20% детей и более. Ранее несколько регионов России сообщили, что некоторые учебные заведения или классы переводятся на дистанционное обучение из-за роста числа случаев заражения гриппом и ОРВИ. За прошлую неделю в России зарегистрировано более 1 миллиона случаев заболевания гриппом и ОРВИ. Рост заболеваемости наблюдается во всех возрастных группах. Глава Роспотребнадзора Анна Попова в среду сообщила, что оснований для введения каких-либо ограничений на федеральном уровне пока нет. На календаре 2 октября, ну и какие же праздничные события в этот день отмечаются, узнаем далее. На календаре 2 октября. Сегодня отмечают Международный день врача, Международный день социального педагога, Международный день ненасилия, Всемирный день архитектуры и День среднего профессионального образования в России. По народному календарю День Трофима и Зосимы. На Руси в этот день отмечали праздник пчельников – пчелиную девятину. В течение 9 дней Зосимы нужно было приготовить ульи к зиме. Также в это время было принято обязательно есть по утрам мед, запивая его теплой водой. В этот день в 1803 году Москва впервые увидела полет воздушного шара. В 1987 впервые вышла в эфир телепрограмма «Взгляд». Среди основателей были Анатолий Малкин, Анатолий Лысенко и молодежь, пришедшая с радиостанции «Голос России», вещавшей на зарубежную аудиторию. Александр Любимов, Владислав Листьев и Александр Политковский. В 1997 году японские ученые обнаружили человеческий ген, отвечающий за функции биологических часов. В 2002 в Японии начались продажи первых в мире роботов-инкассаторов. В этот день родились Юрий Левитан, советский диктор Всесоюзного радио, народный артист СССР. Донна Карен, американский модельер, создательница марки Донна Карен Нью-Йорк. Стинг, британский музыкант, певец и актер.
Евгений Сидихин, советский и российский актер театра и кино, телеведущий. Сати Казанова, российская певица, актриса, модель, телеведущая. Именины отмечают Алексей, Гавриил, Георгий, Давид, Игорь, Константин, Макар, Мария, Николай, Трофим и Федор. Сегодня, 2 октября, отмечают День среднего профессионального образования. Рада представить вам первых гостей нашей студии. Это Михаил Присяжный, первый заместитель министра образования и науки Республики Саха-Якутия, доктор географических наук, а также Захарова Анастасия, руководитель Центра развития профессиональных компетенций Института развития профессионального образования. Доброе утро. Здравствуйте. Михаил Юрьевич, вам первому слово. Ну что же, прекрасно. Есть возможность сразу с самого раннего якутского утра обратиться тем, чья жизнь связана с системой среднего профессионального образования. Я искренне поздравляю всех преподавателей, сотрудников, обучающихся, потому что это единый коллектив, кто сейчас у нас в колледжах и техникумах республики, это почти под 30 тысяч человек. Ну и, конечно же, выпускников и ветеранов с этим прекрасным праздником. Потому что действительно, как есть такой старый лозунг, вообще праздник новый. Он только учрежден в прошлом году президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. На самом деле связан с датой 2 октября 1940 года. Президиум Верховного Совета СССР указом утвердил подготовку трудовых резервов для страны. И с того дня этот праздник он неофициально праздновался. Министерство образования и науки Якутии объявило педагогическую декаду. Да? Вот, Михаил Юрьевич, какие мероприятия проходят в эти дни? Ну, педагогическая декада, она в этом году особенная, потому что год педагога и наставника. 3 таких знаковых события, объединяющих, на самом деле, разные уровни образования. Это вот 27 сентября мы, в День Республики, да, в день инаугурации Илдархана, мы, на самом деле, вся страна отмечала День дошкольного работника. То есть это не только воспитатели, а все те, кто заботится о наших маленьких самых детях, когда они приходят в детские сады. Ну, 2 октября мы с вами сегодня отмечаем, да, ну и 5 октября – это День учителя. Соответственно, здесь все, что связано с учителем, во вхождением в профессию, это педагогические династии в этот момент общаются, это передача какого-то опыта от поколений, это прием новых коллег в свои коллективы. Много, на самом деле, важных таких встреч и мероприятий профессионального плана проходит в эти дни. А если какая-то деловая программа? Ну, на самом деле, учителя, вообще педагогические работники, они все время работают, все время думают. Но, конечно, есть и деловая программа. Ну, в частности, если мы говорим с вами о блоке среднего профессионального образования, то это и дни открытых дверей в профессиональных образовательных организациях. Кроме того, очень важно, что провели мы в этом году такую выставку-ярмарку в торговом доме «Кружало». Наверное, это многие отметили, жители не только Якутска, но и других районов республики. Сделано в СПО. То есть мы показали товары и услуги. Это деятельность, прежде всего, производственных предприятий внутри наших учреждений среднепрофессионального образования. Ну и также, конечно, это курсы повышения квалификации, это тоже деловая программа. Мы учимся, как пользоваться, в том числе, платформой «Сферум», ну и многое другое. Анастасия Алексеевна, я знаю, что вы принимаете активное участие, да, вот в различных мероприятиях по этой теме, да, и одно из них – это чемпионат профессионального мастерства по креативным индустриям. Что за чемпионат такой и кто принимает участие? Ну, этот чемпионат у нас пройдет с 10 по 16 октября. На площадке исторического парка «Моя история». Здесь у нас соревнования пройдут по 10 компетенциям. Участники будут принимать у нас со всей республики. И также к нам приедет участие принимать с Ханты-Мансийского округа автономного. И также в деловой программе к нам приедут наши коллеги из Бурятии. Чемпионат из себя будет представлять все вот эти 10 компетенций у нас будут делиться на 2 направления. Да? Это IT-направление и такое направление, где будет именно творчество в основном, где у нас главным итогом работ всех ребят это будут определенные продукты. Ну, здесь будет очень интересный такой формат у нас новый и для всего чемпионатного движения, и также в рамках чемпионата у нас будет проходить деловая программа, да, расширенная такая, будут профориентационные мероприятия, и хотелось бы, конечно, пригласить всех школьников, чтобы они пришли, посетили наш чемпионат. Будет очень много таких активностей, мероприятий для
населения проходить. То есть будет интересно и всем, да, и Да. школьникам какого, среднего звена или старшего звена? Ну, тут уже как бы и среднего, и для старшего, тут у нас нету таких возрастных ограничений. Ну, то есть это нужно определенными группами приходить или можно вот в частном порядке будет? Здесь можно будет, в принципе, в основном можно и группами, можно и частным порядком тоже подойти. Если родители заинтересуются, привести своего ребенка, показать, тоже это как бы, в принципе, ранняя профориентация будет. То есть полезная информация. Да. Давайте еще раз напомним, с какого по какое число могут это сделать родители? Родители могут к нам подходить с 12 октября по 14 октября Парк? в парк Майя-Савер. Майя-Савер. Отлично. Михаил Юрьевич, а в профессиональный праздник обычно проводятся также и различные конкурсы, да? Какие-то сейчас уже идут? Ну, на самом деле, вот вчера буквально, да, у нас завершился еще, я не упомянул, из деловой программы празднования Дня СПО, это у нас прошел второй республиканский фестиваль художественной самодеятельности коллективов, как раз вот, которые все входят, учреждение СПО на высоте 2023. Это вчера был гала-концерт в Центре культуры и современного искусства имени Гагарина здесь, в Якутске. Ну, вся республика подключалась, была прямая трансляция. И там как раз мы радовались вот сообщением, итогам тех конкурсов, которые идут параллельно. То есть мы вот совсем недавно с Анастасией Алексеевной были в Великом Новгороде, где президент страны чествовал участников, победителей первого национального чемпионата высоких технологий. Там у нас студент промышленного техникума Даниил Пляскин стал призером. Это профессиональный конкурс. А вчера мы радовались за нашего коллегу из колледжа культуры и искусств, значит, Ренат Максутов. И, кстати, по-моему, в телеграм-канале в субботу, по-моему, Айсен Сергеевич даже уделил этому внимание. Это как раз вот в конкурсе креативных индустрий, это Art Masters. Ну а в эти дни вот завершается, сегодня точно завершится, в день, именно день в день. Это она Зоя Ивановна Готовцева, это мастер производственного обучения из Якутского технологического техникума сервиса. Она участвует уже в финале конкурса «Мастер года» российского. Поэтому вот они, профессиональные конкурсы. Ну и параллельно мы, конечно, готовимся уже к тому, чтобы у нас молодые преподаватели уже в течение этого года участвовали в своих профессиональных конкурсах. Спасибо большое, что посетили наш эфир. Мы, конечно, тоже присоединяемся к вашим поздравлениям и от всей души желаем все-таки среднему профессиональному образованию в республике процветания, ну и, конечно, побольше таких ярких звезд как среди педагогов, так и среди учащихся. Да, и мы из тех, кто за профтех. Так было принято говорить у нас в стране. Ну а мы передаем слово нашим коллегам из новостного отдела, ну а позже увидимся вновь в нашем эфире. Доброе утро, Якутия. Последние новости к этому часу. Российская трехсторонняя комиссия повторно рассмотрела законопроект Минтруда, в котором предлагается закрепить в Трудовом кодексе новый порядок оплаты сверхурочной работы. Законопроектом предлагается установить конкретный порядок определения размера повышенной оплаты сверхурочной работы. В частности, сверхурочная работа должна будет оплачиваться, исходя из заработной платы, установленной действующими у данного работодателя системами оплаты труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты за первые 2 часа работы не менее чем в полуторном размере, за последующие часы не менее чем в двойном размере. Падение цен на топливо в опте уже снизило его стоимость для аграриев, заявил вице-премьер Александр Новак. Цитата: «Цены на бирже резко упали на дизельное топливо и на бензин от 16 до 20%, что уже транслируется на цены для потребителей в мелкооптовом звене для сельхозтоваропроизводителей». Конец цитаты. Падение цен на топливо в опте связано с экстраординарными мерами, которые приняло правительство. Еще никогда такого не было, чтобы запрещали экспорт нефтепродуктов из России в полном объеме. В СВФУ обсудили диагностику и лечение онкологических заболеваний в Якутии. Мероприятие приурочили к 85-летию доктора медицинских наук, профессора базовой кафедры онкологии медицинского института Петра Иванова. Приняли участие врачи различных специальностей, а также клинические ординаторы. Всего на конференции представили более 10 докладов и зарегистрировались около 130 слушателей. Мероприятие прошло при поддержке Министерства здравоохранения, Якутского республиканского онкологического диспансера, Медицинского института СВФУ и Ассоциации онкологов Якутии.
на площадке сегодняшнего симпозиума будут изучены, разглашены наши результаты именно в мультидисциплинарном подходе. То есть не одни врачи стараются за здоровье населения в борьбе с злокачественным новообразованием. Благодаря стараниям Петра Михайловича направлению онкология защищено 4 доктора медицинских наук, 30 кандидатов медицинских наук. Это большой вклад. Аина Моисеева впервые за свою спортивную карьеру стала чемпионкой России по дзюдо среди женщин. Такая высокая награда сборной Якутии под руководством главного тренера Дамдзиндоржа Гамбадоржа пришла спустя 3 года. Аина Моисеева достигла исторической для Якутии победы на чемпионате России среди взрослых, завоевав для родной Якутии золотую медаль. Она выступила в наилегчайшей весовой категории до 48 килограммов. 21-летняя Аина Моисеева является воспитанницей училища Олимпийского резерва Якутии, студенткой Северо-Восточного федерального университета. Около 7 сотен любителей ходьбы собрались в выходные на Московской набережной Якутска, чтобы массово отметить Всероссийский день ходьбы. Раньше проводился день бега и ходьбы, но 2 года назад эти виды оздоровления разделили, и у каждого появился свой отдельный день. По заявлению организаторов, ходьба является самым доступным и массовым видом оздоровления, для занятия которой не нужен дополнительный инвентарь. В прошлом году на массовую ходьбу собралось около 6 сотен человек. В этом году участников заметно прибавилось. 10 лет уже прошло, как общественная организация, как «Стимул», которую руководит Матвей Иванович Лыткин. Они в нашей республике дали такую культуру, что вот эта ходьба на свежем воздухе, на пересеченной местности, вот это является и укрепляющим инструментом для каждого человека. И сегодня вот эта вся, которые они дали в целый инструмент, как ходьба, распространена на всю республику. Бюджет Российской Федерации разделяется на 3 уровня – федеральный, региональный и местный. Важным элементом наполнения местного бюджета являются расчеты с торговых мест, а также оплаты при оказании услуг и работ при использовании контрольно-кассовой техники индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами. Все эти платежи попадают в местный бюджет посредством налогообложения. Отчисления с каждого рубля идут на благоустройство дворов и окружающей среды, освещение, газификацию, здравоохранение, иные социальные, инфраструктурные и экономические нужды муниципалитетов. Не выдали кассовый чек? Обратитесь в ФНС России. Ну а сейчас мы предлагаем вместе с нами сделать утреннюю зарядку. Этот ежедневный ритуал обязательно поможет нам проснуться и настроиться на предстоящий день. Доброе утро, друзья! Сегодня у нас парная тренировка, и мне поможет мой сын Оскар. Ну что, начинаем?
Надеюсь, вы взбодрились. Желаю всем отличного дня. После такой вот именно гимнастики, мне кажется, следующий ритуал утренний – это, конечно же, должен быть завтрак. Творог – один из наших утренних фаворитов. Полезный, свежий, вкусный. Он хорош как сам по себе, так и как дополнение. Брускетта с творогом – изысканный вариант закуски для завтрака. Одной такой брускетты будет достаточно, чтобы забыть даже и об обеде. Такой завтрак не только вкусный, но и, конечно же, будет очень сытным. И мы его предлагаем сделать прямо сейчас. Доброе утро, Якутия! Меня зовут Юлия Заболоцкая-Избекова. Я нутрициолог, специалист по адаптивному питанию. Мы сегодня с вами будем готовить тоже очень простой завтрак. Это просто проще некуда. И при этом он традиционный якутский. Сейчас объясню почему. Якуты раньше всегда в старину употребляли много кисломолочной продукции. И мы сегодня будем ее использовать. У нас сегодня на первом месте будет творог. А также мы используем сегодня сквашенную сметану. Заметьте, это не сливки, это магазинная сметана, где используются гидрофильные закваски, то есть пробиотики и пребиотики. Очень полезный продукт. Вместо сметаны можно использовать также, допустим, сорот. Для начала мы сегодня измельчим петрушечку. Петрушечка всегда добавляет краски лета. Вместо петрушки подойдет любая другая зелень. Если зелень в текущий момент вам недоступна, вы можете, в принципе, заменить фруктами. То есть в данном случае мы готовим просто начинку, которая будет не сладкая, а так можно делать и сладкий вариант. Это может быть и мед, и варенье, и что хотите по большому счету. Вот, готовить мы с вами будем блюдо, которое на Западе называют брускеттой, а в простонародье в России это наш любимый бутерброд. Смотрите, берем соль. У меня здесь гималайская соль калийная, но можно использовать любую обычную, поваренную, например. Калийная соль, она полезная, потому что ее назначают обычно при диетотерапии сердечно-сосудистых заболеваний, ну и для профилактики можно время от времени ее применять. Добавляем немножко свежемолотого перца, просто потому что это вкуснее, чем просто перец из упаковки. И перемешиваем творог со сметанкой. Сметанку мы взяли 15% жирности, творог 5%. Почему не сильно жирные? Ну, знаете, не все люди любят жирную пищу, и когда жирность умеренная, это обычно лучше усваивается человеческим организмом и приносит легкость. Теперь мы будем с вами делать, собственно говоря, базу для нашей брускетты бутерброда. Мы берем с вами сегодня батончик, испеченный из модифицированной муки. Модифицированная мука – это такой вид муки, когда в белую пшеничную муку добавляют какие-то другие добавки. В данном случае их разных видов много. Тут и семечки, как вы видите, да, и ржаная мука. То есть такой вид хлеба, он более полезен, более питателен, и у него энергетическая ценность будет немножко выше, чем у обычного белого пшеничного хлеба. Поджариваем немножко хлеб, просто это и вкуснее, и полезнее. Если у вас есть дома тостер, можете сделать это в тостере. Все, хлеб у нас готов. Не надо его долго держать. Он должен просто снаружи покрыться такой хрустящей корочкой. Это опять-таки делается только для вкуса. Ну и теплый хлеб, он всегда такой, как будто из печи. Это... Ну и, собственно говоря, наша финишная часть. Теперь это все дело соединяем. Зачем человеку нужно есть хлеб, например, да? Вот спросите вы. Да просто потому, что это очень быстрая еда, готовая к употреблению, и она абсолютно не вредная. Если у вас нет каких-либо там противопоказаний относительно переносимости компонентов, Бога ради, наслаждайтесь вкусом свежего хлеба. Это вкусно и полезно. Ну а сейчас перейдем к еще одной важной теме, о которой мы часто говорим в утренних эфирах. Это, конечно же, новые схемы мошенничества. Так, например, мошенники стали использовать совершенно новые схемы. Вы подозреваемый в госизмене. С такими словами вам якобы звонят из ФСБ и пугают тем, что с вашей карты осуществились переводы на помощь зарубежным военным. Не верьте, не бегите переводить деньги на безопасные счета. Когда слышите что-то подобное, а лучше всего сразу сбросьте трубку.
Также сообщили, что мошенники стали имитировать голоса людей, используя генеративные алгоритмы искусственного интеллекта. Для того, чтобы создать копию голоса человека, нужны знания алгоритмов искусственного интеллекта. Для этого, конечно же, необходимо будет как можно больше аудиозаписи речи человека. И чем больше их будет, тем эффективнее они будут работать. Кроме того, с развитием криптовалюты появились случаи мошенничества с использованием первичного размещения токенов. Таким образом, мошенники создают фейковые проекты, собирают инвестиции от доверчивых людей и исчезают с этими средствами, не выполняя обещанные обязательства. Еще также стало известно, что мошенники стали рассылать россиянам письма с требованием погасить долг, притворяясь сотрудниками Федеральной службы судебных приставов. Будьте внимательны. Конечно, все это происходит с нами, знаете, в повседневной жизни, и, конечно, без гаджетов нынче никуда. Но вот в 2023 году в тысячах российских школ действует запрет на использование устройств. Если не на весь учебный день, то на время уроков. Далее вместе с Вероникой Тамтосовой заглянем в законы и попробуем разобраться, применяют ли их в учебных заведениях и что грозит за их невыполнение. Доброе утро, дорогие телезрители! Сегодня мы поговорим о мобильных телефонах в школе. Итак, в последнее время часто мы видим, что есть прям сообщения об ограничении использования мобильных телефонов школьниками, да, о выключении звука в течение обучающегося процесса. Законно или незаконно? Это немножко спорно, но есть рекомендации об использовании устройств мобильной связи в общеобразовательных организациях, утвержденные Роспотребнадзором. Что же они говорят? Они говорят о том, что проведен анализ и о том, что психологическое состояние, особенно младших школьников, очень зависит от использования мобильных телефонов. То есть прям они провели прямую взаимосвязь, что гиперактивность, невнимание, да, отвлечение внимания, эмоциональное нестабильное поведение, да, и даже негативная реакция на просьбу отложить мобильный телефон, это все связано с повышенным интересом детей к мобильным устройствам, а также зависимости от мобильных устройств. То есть это прям вот вы можете открыть эти методические рекомендации, да, об использовании устройств мобильной связи в общеобразовательных организациях, это все прописывается. Что мы имеем? Да? Мы имеем, что эти рекомендации говорят, что осмотреть вопрос об организации и ограничении использования мобильных устройств связи в образовательной организации. То есть здесь как раз школа принимает решение о том, что, например, на территории школы, когда ученик заходит, он должен перевести устройство в режим без звука, да? Он должен убрать его в портфель, не доставать его на уроках, не хранить, как они говорят, в карманах, не носить на шее, да, то есть мы сразу видим, что здесь, во-первых, у нас материальная ценность телефона, да, она сохраняется, то есть ребенок убирает его, меньше вероятность того, что его разобьют одноклассники, да, отберут там какие-то старшие классы, что-то с ним произойдет, потому что ребенок убрал его в портфель. Дальше. Обеспечить психопедагогическое сопровождение процесса, связанного с ограничением использования устройств. Это вот как раз, когда у нас у ученика возникает зависимость от мобильного устройства. То есть школа может также установить порядок работы с этим учеником, то есть разъяснительные работы, работы педагогов о том, что нужно сокращать время использования мобильного телефона, нужно использовать другие средства, да, нужно больше уделять внимание чтению, общению с учителями, с одноклассниками и так далее. То есть это все в этих методических рекомендациях прописывается. Они очень полезны, я думаю, полезно прочитать не только педагогам, но и родителям. Информирование родителей, обучающихся об их ответственности за сохранность личных устройств. То есть это как раз вот уже материальная часть, да, когда возникают конфликты, кто же виноват, одноклассник, его родители, учителя, которые не смотрели о том, что дорогое устройство было случайно разбито на перемене. Да? Предусмотреть места хранения, то есть в принципе, если приказ по школе вынесен о том, что на уроке стоит корзина, в которую сдаются мобильные телефоны во время обучающего процесса, это тоже законно и обосновано, потому что есть в методических рекомендациях. Итак, мы сегодня с вами разобрали, что рекомендации существуют, они основаны на психологических исследованиях вреда от постоянного использования школьниками мобильных телефонов. Да? То есть они содержат требования об обеспечении школы
действиями, связанными с тем, что ограничить использование, да, как хранить в школе, в каком режиме телефон должен находиться и каким образом, допустим, куда его сдавать во время урока, если этого требует учитель. То есть эти требования, они учителей о том, чтобы вы выключали, сдавали, они законны и обоснованы. Здесь также имеется памятка для обучающихся родителей и педагогических работников по профилактике неблагоприятного для здоровья обучения детей эффектов от воздействия устройств мобильной связи. Ну, исключение ношения устройств, вот я говорил, на шее, на поясе, максимальное сокращение времени контакта с устройством. Ну, здесь, наверное, все-таки немножко связано еще с старыми аппаратами, от которых было повышенное излучение, но тем не менее эти рекомендации, ну, наверное, нам всем будут полезны, то есть чтобы все-таки постоянно в контакте с устройством не находиться, больше отдыхать и психологической зависимости от него не иметь, и нервного напряжения тоже сократить. Поэтому, уважаемые родители школьников, не обижайтесь на учителей, рекомендации очень хорошие, они обоснованы и имеют обоснование, в том числе на основании исследований психологов, да. Почитайте, ознакомьтесь, ну и не всегда школа успевает разъяснительную работу проводить, поэтому можно тоже проводить работу дома с ребенком о том, что телефон — это все-таки не самое главное, нужно от него отрываться и смотреть, что тебя окружает. Хорошего дня! Этим летом свет увидело большое подарочное издание «Охотники Ленского района», написанное на 2 языках – на русском и на якутском. Книга издана небольшим тиражом и является уникальной. Инициаторами выпуска издания стали жители Наторинского наслега, где в этом году отметили 10-летний юбилейный праздник охотников Баянай. Сегодня в нашей студии главный редактор, ответственный за выпуск этой книги, заслуженный работник культуры, отличник ТВ Якутии Людмила Зорина и заместитель главы Ленского района Евгения Саморцев. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте. Ну, я вижу, конечно же, вы пришли не с пустыми руками, да, вот, Людмила Капитоновна, кто вошел в состав редколлегии, да, и название книги достаточно такое мужское, а возглавляет все-таки вот редколлегию женщина. Расскажите немножко. Ну, так у нас получилось, что наши книгу редколлегию в основном вошли общественники, энтузиасты, женщины. Это учителя, библиотекари, общественники, пенсионеры. Идея исходила от администрации Наторинского наслега к 10-летию, как вы сказали, соревнований Баянай. Вот. Ну, женщины наши являются женами, супругами, братьями, сестрами, да, охотников, которые вот очень долгое время, поэтому они с рождения знают эту тему охоты и рыбалки. Поэтому не могли стоять в стороне, да, решили вот все вот это объединить в одну книгу, да. Мы видим, что книга, ну, не маленькая, да, а вот состав, вот из чего состоит? Это какие-то очерки? Да, или содержание у нас богатое. Получилось у нас от более 100 авторов, от 14 наслегов района, 504 страницы, более 600 иллюстраций, фотографий старинных, цветных. Содержание, в общем-то, очень такое вот широкое. А кому будет интересна данная книга, да? То есть это обязательно должны быть люди, которые непосредственно интересуются охотой, которые сами увлекаются этим? Или, в принципе, человек, который далек от этой темы, тоже может открыть и найти полезную информацию? Конечно. Это книга для многих читателей, которые интересуются темой охоты и рыбалки. Тут у нас не только воспоминания охотников и, скажем, их родственников, это ветераны, охотники, снайперы Великой Отечественной войны 41-45 годов, участники боевых действий. В общем, тут очень много текстов, воспоминаний, интересное содержание. Поэтому я думаю, для многих, для широкого круга читателей, тут и дети, экология, значит, детская, сплавы экологические мы внесли, научная работа детей, научной конференции «Люби и знай свой край родной». У нас и о соревнованиях Баянай, которые приурачиваются Дню охотника в республике. Вот. Но я думаю, что книга будет очень интересна к столетию. Это лучший вклад в столетию охотхозяйства республики. Евгений Гермогенович, когда вы узнали об этой идее, да, вот
сделать такую интересную книгу, да? Сразу же согласились? Администрация сразу поддержала вот таких увлеченных женщин? Ну, вот, как сказала Людмила Капитоновна, у нас проводились в этом году юбилейные 10-е игры охотников Баянай. Это в Ленском районе, как раз на Торинском наследии проводится ежегодно. И был создан оргкомитет при главе района. И вот на одном из первых заседаниях как раз Людмила Капитоновна, наш человек, активный энтузиаст, озвучила идею: давайте сделаем книгу. И, конечно, мы с радостью поддержали. Конечно. Ну а вообще Ленский район, он так богат любителями охоты, да? Да, Ленский район, он богат не только, вот, скажем, охотниками, да, у нас природа какая красивая, сколько охотников, это всегда было. Сейчас вот все равно вот это вот традиционное занятие своих предков не забывает молодежь, значит, подрастающее поколение. И мы хотели бы, чтобы вот эта вот память о своих предках, да, о воинах, ветеранах, да, которые были, почему они были снайперами, почему они, даже в наше время, те наши соотечественники, их же хвалят, потому что, да, они в боевых зонах боевых действий больше как-то лучше себя ведут, потому что они привыкли в этой вот обстановке как-то выходить из положения. Людмила Капитоновна, мы видим здесь у нас представлена же ведь еще печатная продукция, да? Да. Что это? Вот посмотрите, у нас еще, кроме того, что книга наша вот красивая, большая, объемная вышла, мы подготовили еще календарь листовой форматом А3. Тут сюда вошли рецепты блюд из трофеев, да, вот охотников, как раз из тех животных, ну, мяса и дичи, вот, которые водятся в нашем районе. Вот, да, интересные. Вот тут вот тоже авторы, фотографии авторов, биография и, конечно, рецепты. Подробные рецепты. Ой, я думаю, сейчас многие хозяюшки уже захотели приобрести себе такой календарь на кухню-то повесить и готовить. И вот такой плакат, календарь большой, да, вот тоже с фотографиями со всех этапов соревнований Баянай и так далее. Поэтому вот мы провели такую огромную работу, это энтузиасты, вот, поэтому хотелось бы, чтобы наша книга, наши вот эти вот календари и так далее показать многим людям. Поэтому 4 октября этого года в 16 часов ДК Кулаковского имени Алексея Елисеевича Кулаковского, общественная организация земляков Мухтуя и Министерство экологии нашей республики проводит презентацию наших проектов. Приглашаем. То есть все жители нашей столицы могут посетить вот такую уникальную презентацию книги, да, познакомиться с ее авторами, пообщаться, да? Да, да, да. Много будет гостей. Программа обширная. Будет выставка умельцев, книг, газетных статей про охотников. А приобрести-то такую книгу будет возможность или ограниченный тираж? Ну, тираж, к сожалению, ограниченный, поэтому кто придет, мы можем самым уважаемым подарить нашу книгу. Подарить, либо самым первым будет возможность купить, наверное, да, все-таки. Поэтому поторопитесь, если хотите заполучить вот такой вот уникальный экземпляр. Напоминаем, что 4 октября состоится презентация вот, замечательной книги «Охотники Ленского района». Спасибо большое, что посетили наш утренний эфир. Мы желаем вам, конечно, еще побольше таких идей. Я думаю, может быть, выйдет и 2-я книга уже, да, потом. Да, они все попали. Не все попали. Значит, впереди, мы думаем, и 2-я книга. Тем более с руководством администрация вас поддерживает. Я думаю, все у вас получится. Ну а мы прервемся на короткую паузу, а позже вернемся вновь в «Утро Якутии». Мы продолжаем освещать самые заметные события. Доброе утро.
Заработные платы некоторых работников бюджетной сферы в 2024 году могут вырасти почти на 10%. Речь идет о тех, кто работает в здравоохранении, соцобеспечении населения, образовании, культуре и науке. Отмечается, что зарплаты других работников организаций бюджетной сферы также вырастут. Их предполагается увеличить на прогнозный уровень инфляции. Это 4,5% в 2024 году и по 4% в 2025 и в 2026. Контрольные цифры приема на педагогические специальности выросли с 2019 года на 21% и сохраняются примерно на одном уровне уже в течение 3 последних лет. Вопрос подготовки педагогических кадров крайне актуален. Как подчеркнул глава Минпросвещения Кравцов, сегодня в педвузах есть самое современное оборудование, созданы педагогические кванториумы, технопарки для педагогов, а само педагогическое образование пользуется большой популярностью. Кстати, практически 80% выпускников педагогических программ вузов устраиваются на работу в школы. А если говорить о целевиках, то это 89%. Глава Якутии подписал указ о проведении конкурса по созданию проекта мемориала памяти Михаила Николаева. Участниками открытого конкурса могут являться физические лица, обладающие профессиональными знаниями и навыками в области создания произведений монументального искусства и архитектуры, дизайна городской среды как самостоятельно, так и в составе творческих групп. Критериями оценки конкурсных работ являются соответствие конкурсной работы тематике, художественная выразительность, гармоничное сочетание памятника с прилегающей территорией и окружающей средой, а также долговечность и монументальность исполнения, финансовая и технологическая реальность реализации проекта и передача личностных характеристик Михаила Ефимовича Николаева. Генеральная ассамблея Международного паралимпийского комитета допустила российских спортсменов до участия в Паралимпиаде в Париже в нейтральном статусе. В ходе голосования также принято решение о частичной приостановке членства Паралимпийского комитета России в организации. 90 голосов были отданы за это, 56 против. Членские права приостанавливаются на 2 года, но спортсмены получают возможность выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе. В Якутске проходит первенство республики по шахматам среди школьников. Всего в соревнованиях участвует около 300 шахматистов из 8 районов республики. Их разделили по 5 возрастным группам. Состязания идут по 3 программам – классической, быстрой и молниеносной игре. Победители получат путевки на первенство России. По классической программе играли 120 участников, по быстрой программе 153 участников. И сейчас по молниеносной программе играют 94 участника. Так, помимо этого еще проходит по решению композиций. Это нововведение. У нас впервые мы проводим начали с первенства республики. Набор переводчиков стартовал на международные спортивные игры «Дети Азии», которые пройдут в столице республики в 2024 году. Переводчиками могут стать лица от 18 лет с активной жизненной позицией, со знанием английского языка не ниже уровня Upper Intermediate. Ранее стартовал набор волонтеров на международные спортивные игры «Дети Азии». Прием заявок пройдет с 12 сентября по 12 декабря этого года. А вот с февраля по март 2024 года будут оглашены результаты. Фильм «Альманах этот» якутских режиссеров Дмитрия Давыдова и Степана Бурнашова появится на больших экранах 12 октября. В ленте покажут 6 разных историй, в которых героям предстоит сделать непростой выбор, от которого зависит их жизнь. Так, ссора подростков перетекает в родительский чат и приводит к серьезному конфликту. В это время в больнице девушка просит срочно провести операцию, но врач в страхе нарушить закон не решается ее сделать до полуночи, когда девушка станет совершеннолетней. Главные роли исполнили Наталья Слепцова, Ким Новиков и Татьяна Степанова. К этому часу это все новости. Хорошего дня. Ну а сейчас самое время прослушать астропрогноз на предстоящую неделю. Возможно, у кого-то будет служебный роман, кого-то ждет денежный сюрприз. Звезды говорят, что в ближайшие несколько дней стоит набраться терпения. Успех ждет тех, кто сможет обуздать эмоции и решить проблемы с помощью холодного рассудка. Первая неделя октября выдастся удачной для многих знаков. Тем не менее, некоторые вопросы и ситуации потребуют оперативных и мудрых решений.
Овен. Многие планы в эти дни придется пересмотреть в корне. Необходимо выбрать правильную стратегию и тактику в личных и деловых взаимоотношениях. Напряжение на работе может возрасти. Будьте осторожны с документами и с людьми. Обращайте внимание не только на ключевые моменты, но и на мелочи. Телец. Начало недели – удачное время для реализации планов и замыслов. На работе вы можете добиться успеха, а вот в личной жизни стоит притормозить и осознать возникшую проблему. Может быть, ваше восприятие ситуации изменится, и решение вопроса потребует совершенно другого подхода. Желательно, чтобы эмоции не были помехой в вашей деятельности. Близнецы. Не теряйте веру в то, что вы делаете, в то, что вы любите, и в то, о чем мечтаете. Звезды говорят, что вы приближаетесь к заветной цели. Даже если вам кажется, что это не так и преград слишком много. Очень скоро вы добьетесь своего. Все устроится наилучшим образом. Вы ощутите счастье, гармонию, найдете смысл и радость жизни. Рак. В начале недели возможен определенный сбой в планах, а заодно в чувствах и настроении. Однако уже к среде перед вами откроются новые возможности. Так что вы вправе рассчитывать на прилив энергии и гармонизацию внутреннего мира. Ваша обостренная проницательность будет способствовать профессиональным успехам. Суббота – один из лучших дней недели. Воспользуйтесь благоприятным моментом, чтобы отдохнуть. Лев. Эта неделя весьма удачна в плане карьеры. Могут поступить заманчивые деловые предложения, также весьма вероятны знакомства с полезными людьми. Если вы будете сосредоточены и внимательны, то вам обеспечен успех на работе, причем такой, на который вы даже не рассчитывали. Найдите равновесие в себе. Погуляйте в выходные в одиночестве по парку или по набережной. Дева. На этой неделе вы сравнительно легко разрешите все вопросы, отложенные в долгий ящик. Пришло время показать, чему вас научила жизнь. Однако будьте осторожны, не поддавайтесь искушению подвергнуть жестокой критике все и вся. Особенно вредно будет нападать на коллег, да и друзья вам спасибо не скажут. Попробуйте себя в чем-то новом, незнакомом для вас, но ничего об этом не говорите другим, пока полностью не будете уверены в собственных силах. Весы. Эта неделя может оказаться богатой на встречи и свидания. Почти все они доставят вам удовольствие. Сейчас весьма благоприятны поездки, командировки и начало путешествий. Не забывайте чередовать работу с отдыхом. В выходные уделите внимание себе и тем, кого вы любите. Скорпион. Сейчас вы сможете реализовать любую идею. Звезды обещают вам успех в деловой и в любовной сферах. Не упустите великолепный шанс упрочить свое положение на карьерной лестнице, а то и сделать еще пару шагов. Выходные лучше посвятить семье и дому, тем, кого вы любите. Вам под силу гармонизировать пространство вокруг вас. Стрелец. В понедельник желательно поставить перед собой четкую цель и следовать ей. Этот день может оказаться интересным и насыщенным событиями. Важно правильно распределить силы и энергию. Середина недели – прекрасный момент для созидания фундамента будущего продвижения по карьерной лестнице. В выходные возможны перемены. Давно пора избавиться от старых вещей. Козерог. Отдыхайте, пока есть возможность. Вам крайне трудно будет сосредоточиться на текущих делах, а уж о новых проектах и говорить нечего. В конце недели не стоит зацикливаться на семейных проблемах. Попытка выяснения отношений не только не прояснит ситуацию, но и обеспечит скандал. Лучше просто взять паузу, все как-нибудь решится само собой. Водолей. В ближайшие дни появится много возможностей, но увеличится и количество обязанностей. Особенно это касается работы. Проявляйте решительность и активность буквально во всем, и тогда госпожа Фортуна будет к вам весьма благосклонна. В конце недели постарайтесь отдохнуть и не предпринимать ничего важного. Рыбы. Хорошая неделя для рождения новых идей и смелых проектов. Незапланированная встреча может привести к заключению выгодного делового соглашения или стать началом бурного романа. Прислушайтесь к замечаниям и советам коллег и друзей. Вам необходимо шлифовать свой профессионализм, а на лаврах почивать еще рано. Кто-то планирует свою рабочую неделю именно в понедельник, кто-то этим занимается с воскресенья. Для кого-то в помощь приходит наш астропрогноз, ну а кто-то, к примеру, я стараюсь начинать неделю с хороших, добрых каких-то поступков. Ну и, например, один из них – это, вот, допустим, подарить прекрасный букет своим близким. Ведь это уникальная возможность выразить свои чувства. Скромные, экзотические, красочные и лаконичные. Живые цветы очаровывают свежестью и нежностью, но, к сожалению, век их недолог. После среза каждое растение имеет свой срок жизни. У одних цветов он достаточно долгий, у других, например, совсем короткий. Как сохранить цветы как можно дольше, узнаем из нашего следующего сюжета.
Любоваться ярким букетом в вазе хочется как можно дольше, правда? Поэтому поговорим сегодня о самых простых, но проверенных и действенных способах, как сохранить жизнь букету на долгий срок. Итак, первый действенный способ – оторвите нижний лист. Это поможет воде дольше оставаться свежей. Обновите срез стеблей острыми ножницами или ножом под прямым углом. Делать срезы нужно очень острым ножом. Обламывание и выкручивание стеблей и веточек нам не подойдет, так как есть риск сильно измять и повредить влагопроводящие сосуды цветов, то есть те части цветка, через которые он будет пить, чтобы простоять в вазе подольше. Сделайте прокол под самым основанием бутона иголкой. Таким способом мы даем возможность воздуху беспрепятственно выходить. Ставьте букет в холодную воду. Можно добавлять кусочки льда время от времени в вазу. А вот воды в вазе нужно немного. Лучше ее чаще менять и подрезать цветам стебель на полсантиметра или на сантиметр. Обновляя срез, мы улучшаем питание бутона. Именно эти способы вам помогут сохранить цветы дольше, чем обычно. Ну а сейчас мы предлагаем вам переместиться в Шотландию, где сейчас стали сдавать в аренду болото Шрека. Единственное ограничение для съемщиков – это наличие детей младше 5 лет. Сервис бронирования жилья предлагает бесплатное пребывание на выходных в шотландском домике, спроектированном по образцу жилища Огра из известной франшизы. Сервис заявил, что любой желающий может арендовать дом в порядке электронной очереди. Никакой конкурсной основе не предполагается. Компания назвала это данью бесценному прибежищу, которое болото Шрека предоставило сказочным существам всех видов. В доме можно найти огромную мебель, свечи из ушной серы, а на улице ждут удобства в виде легендарного деревянного туалета. В прошлом году фургон из киноадаптации «Скуби-Ду» выставляли для бронирования. Машина располагалась на побережье Малибу, а арендаторов приветствовал актер Мэтью Лиллард. Сказочная, да, такой очень локация. Я думаю, было бы, наверное, очень здорово, если бы у нас в Якутске создали хотя бы подобие, да, таких вот сказочных мест. Но жителям Шотландии повезло, у них появился уникальный шанс попасть, так сказать, в сказку. Ну а мы перемещаемся в мир животных. Зоологи Московского зоопарка определили пол детеныша краснокнижной панды Дин-Дин. Гендерная вечеринка прошла в кабинете зоологов Московского зоопарка. А Дин-Дин родила девочку. Сотрудники зоопарка на время разлучили мать и дочь, чтобы произвести необходимые исследования и замеры роста и веса малышки. Для осмотра детеныша уносят специально оборудованный инкубатор с необходимой температурой и влажностью. Для комфорта маленькой панды в нем предусмотрены пеленки и подушечки с массажным эффектом. Чтобы мама не волновалась без малыша, ее отвлекают самым вкусным бамбуком и стараются проводить осмотры как можно быстрее. В зоопарке также сообщили, что наблюдают за Дин-Дин и ее детенышем круглосуточно с момента рождения. Особое внимание зоологи уделяли маме и детенышу в первые дни, когда Дин-Дин прятала малыша и старались почти не двигаться, чтобы не беспокоить новорожденного. Коллеги из Китая подтвердили, что все параметры соответствуют норме. Ребенок правильно и пропорционально растет и развивается, хорошо набирает вес. Напомним, первый в России детеныш большой панды появился на свет 30 августа. Рождение детеныша большой панды – это уникальное событие как для страны, так и для всего мирового природоохранного сообщества. Родители новорожденной панд Жуи Дин-Дин привезли в Москву в 2019 году специальным рейсом из Пекина. В дикой природе панды водятся исключительно только в Китае. Черно-белые медведи признаны национальным достоянием Поднебесной и являются собственностью КНР. На территории других государств большие панды передаются по договору аренды. Московский зоопарк, они были переданы в рамках соглашения о сотрудничестве в научной программе по сохранению и размножению редкого вида животных. Очень милые такие добрые картинки. Мы, конечно, желаем здоровья новорожденной. Ну и, конечно, хотелось бы, чтобы все-таки мы, люди, как можно трепетнее относились вот к братьям нашим меньшим. И тогда, я вот думаю, не будет краснокнижных животных. Ну а я хотела бы напомнить вам температуру за окном. И я думаю, вот именно на такой прекрасной ноте наш эфир подойдет к концу. Итак, в центральных районах температура воздуха на 6 часов утра была на отметке +1 градус. В заречной группе -2. В южных районах
0, в Вилюйской группе до плюс 5. В Нижнеленских 1 ниже 0, в Западных 1 выше 0. В Колымандигирской группе улусов 9 со знаком минус, в Янских районах минус 1. На северо-западе 7 градусов ниже 0. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра была на отметке минус 1 градус. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. Штиль. Сегодня днем без существенных осадков. Ветер юго-восточный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха ожидается до плюс 10 градусов. Одевайтесь потеплее, берегите себя. Ну и, конечно, мы, Утро Якутии, желаем вам прекрасного понедельника, отличной рабочей недели, ну и, конечно, замечательного настроения. Ну а мы увидимся уже завтра в это же время, ровно в 7:00 на телеканале Якутия-24 и НВК Саха. Доброго вам утра и хорошего настроения. До новых встреч!